Коммунальщики не могут возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения Визинги по техническим причинам. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил первый заместитель руководителя администрации Сысольского района Андрей Батищев. Напомним, жители села сетуют на холод в квартирах, детских садах и школах. Отопительный сезон в муниципалитете завершился 17 мая, когда среднесуточная температура достигла значений в плюс 8 градусов. Практически сразу тепловики приступили к ремонту сетей и оборудования котельных. У операторов начался отпускной сезон. И когда в конце мая похолодало, кочегарки оказались просто не готовы возобновить работу. Мы начали прорабатывать вопрос с Комитепловой компанией о возобновлении отопительного сезона. Но в ходе переговоров выяснилось, что те котельные, а это особенно котельные мазутные, сегодня просто практически невозможно ввести в эксплуатацию. Еще раз повторюсь, потому что были демонтированы системы теплоснабжения, а именно были демонтированы насосы, разобраны какие-то участки теплосетей, то они говорят, что просто-напросто это сегодня технически невозможно запустить котельные. Плюс дополнительно они говорят о том, что сегодня нет запаса топлива, мазута на территории района. И вот в пятницу мы целый день вели переговоры с генеральным директором Комитепловой компании. И все-таки пришли к выводу, что да, котельные, которые работают у нас на угле, мы сегодня запускаем и запустили уже в пятницу. Мазутным котельным нету такой возможности. Их у нас на территории 3, 2, в селе Визинга и 1 у нас в селе Кунип. По садикам и школам приняли все меры по дополнительному отоплению, то есть мы собрали по всему району конвекторы электрические и постарались, конечно, максимально за счет электричества сегодня обогреть те помещения, в которые ходят у нас дети. Сейчас в муниципалитете идут проверки Роспотребнадзора. Санитарные врачи выясняют, соблюдается ли в помещениях температурный режим. Вполне возможно, что по итогам часть дошкольных учреждений придется закрыть до потепления.